Добрый вечер. В эфире информационный выпуск Амшикшара. Сегодня в Сухуми начал работу второй международный туристический форум «Визит Апсна». Форум открылся выставкой-ярмаркой, которую посетил президент Рауль Хаджимба. В этом году в рамках подписанных соглашений между Абхазией и Сирийской Арабской Республикой в туристическом форуме впервые принимает участие делегация из Сирии. После выставки состоялось пленарное заседание, и прошло оно под девизом «Сотрудничество вместо конкуренции». Подробности в репортаже Ирины Аршпа. Второй год подряд в Абхазии проходит международный туристический форум «Визит Апсна». Идея создания площадки для обсуждения актуальных вопросов в сфере туризма принадлежит Геннадию Леонидовичу Гагулия. И, как показали итоги первого форума, обмен опытом и идеями представителей разных стран очень важен и полезен. В этом году в работе форума принимает участие Союз ремесленников Сирии, который привез в Абхазию продукцию сирийских производителей. Председатель Союза Нажи Аль-Хадуа поблагодарил президента Абхазии Рауля Хаджимба, торгово-промышленную палату и весь абхазский народ за приглашение и зачитал приветственный адрес президента Сирийской Арабской Республики Башара Асада. Нажи Аль-Хадуа также преподнес в дар Раулю Хаджимба особо ценную ткань с вышивкой Агабани, а также символ площади Марджи. Рауль Хаджимба поблагодарил руководителя сирийской делегации и поприветствовал участников мероприятия. Уважаемые друзья, дорогие наши гости, я искренне рад видеть вас здесь, на этой выставке, и не сомневаюсь, что это станет традиционной выставкой для Абхазии, для наших гостей. Несомненно, важно то, что сегодня здесь представлены и Сирийская Арабская Республика, наши братья из Крыма, и важно то, что мы расширяем свой ареал воздействия на внешний мир. Несомненно, это важно для самой Абхазии, это важно для наших друзей. И самые добрые пожелания нашему братскому народу Сирии, который сегодня продолжает отстаивать интересы своего государства. И самые добрые пожелания руководству Сирии, Башару Асаду. Самого доброго вам. Успехов вам! В фойе зала, где проходит форум, была развернута выставка-ярмарка разнообразной продукции. С экспозицией ознакомился президент Рауль Хаджимба. Сирийский союз ремесленников представил на выставке восточные сладости, различные ароматизированные масла, изделия из дерева, кожи и латуни. Есть даже народные музыкальные инструменты. Союз ремесленников Сирии – это традиция Дамаска. И он говорит, что мы сегодня у вас есть, что показать всему миру, что Сирия есть. Несмотря там война была, ну вот мы в Абхазии. Эти все продукты, которые в Абхазии сегодня, это они в основном ручная работа. Они сами делают. И мы везде, куда ездили на выставку, мы в основном вот эти именно продукты, которые мы предоставим. Рауль Хаджимба также осмотрел павильоны местных производителей. Виноводочные изделия, джемы, варенье, консервы, мед и чай. Вся выставленная продукция уже хорошо известна и в России. В этом году, как и в прошлом, в работе форума принимает участие делегация Республики Крым, но уже в рамках недавно подписанного соглашения. Есть определенные планы взаимовыгодного сотрудничества. Сейчас уже на втором форуме в рамках круглого стола, который называется «Крым плюс Абхазия. Туристский продукт», мы как раз на деле, опять же, не просто там на словах что-то обрисуем, да, на деле уже проговорим готовые туристские маршруты, которые в том числе привезли наши туристические операторы, крымские, Роскрым-тур и не только, которые помогут показать все достоинства и все преимущества отдыха в Крыму. И в то же время, так как это туроператор, который возит крымчан и россиян в Абхазию, в том числе показать и преимущества, туристские преимущества Абхазии. В этом году туристический форум «Визит Апсны» проходит под девизом «Сотрудничество вместо конкуренции». На пленарном заседании форума были подведены итоги туристического сезона 2018 в контексте анализа и перспектив. По данным на 1 октября этого года по числу российских туристов, выбравших отдых в Абхазии, наша страна заняла 4-е место.
На первом Краснодарский край, на втором Крым, на третьем Турция. И, как отмечают все туроператоры, при такой сильной конкуренции 4-е место – неплохой результат. В работе форума принимают участие ведущие туроператоры Крыма, Москвы, Краснодара, Ростова-на-Дону и Сочи, которые в течение 2 дней будут делиться опытом, предлагать и обсуждать различные идеи. Потому что главная цель туристического форума – поиск взаимовыгодных условий сотрудничества и содействия развитию туризма в Абхазии. Ирина Аршба, Алексей Агухава, Руслан Орлов, Абхазское телевидение. После перерыва состоялась панельная сессия 2-го международного туристического форума «Визит Апсны» под общим названием «Безопасность в туризме». Представители туриндустрии говорили про страхование в сфере туризма, IT-безопасности, о роли банков в туристическом секторе экономики. Специалисты делились опытом и планами. Саид Джарсаля продолжит тему. Одним из важнейших элементов организации туризма является, конечно же, обеспечение безопасности жизни и здоровья туриста, а это целый комплекс мероприятий, гарантирующих безопасность перемещения туристов по территории государства, их пребывания и сохранность здоровья. Именно поэтому во многих странах мира введено обязательное туристическое страхование. На форуме было отмечено, что закон обязательного страхования иностранных граждан на территории Абхазии малоэффективен, поскольку туристы просто о нем не знают, и поэтому страховые компании Абхазии несут убытки. Но, к большому сожалению, нет на сегодняшний день понимания ни со стороны туроператоров российских, ни со стороны страховых компаний российских, понимания о том, как проводить вот этот бизнес и как проводить вот эту безопасность страхования иностранных граждан, к большому сожалению. Понимаете как? Мы идем в сфере страхования. Я не говорю, что страхование в Абхазии, оно развито очень хорошо, но оно как-то медленно, но какими-то путями идет вперед. В этом году мы заключили договора с туристическими объектами. Было застраховано где-то около 14 тысяч отдыхающих. Заплатили в казну около 600 тысяч налогов. Если бы было бы понимание, опять-таки, о том, что нужно обязательно всех страховать на основании законов, цифры были бы, конечно, совсем другими. Представители российских турфирм отметили, что подобная туристическая страховка неудобна туристам, а включать ее в стоимость путевки туроператоры не могут, так как гражданам Российской Федерации при въезде в Абхазию виза не нужна. Получается так, что турист приобретает страховой полис в России, который по факту в Абхазии не будет действовать. А приобретать полис вторично туристы не хотят. Ахракетсба также отметил, что абхазские страховые компании готовы к партнерству с российскими туроператорами. В ходе обсуждения участники форума сошлись во мнении, что нужно разработать механизмы, по которым будет работать страховой бизнес Абхазии. На панельном заседании туристического форума также был поднят вопрос о роли банков в туристическом секторе экономики. В частности, специалисты туриндустрии обсуждали вопросы упрощения платежной системы для отдыхающих. В России выплаты госслужащим осуществляются через национальную платежную карту МИР. С 2019 года и в Абхазии любой желающий турист из России сможет обналичить денежные средства через эту карту. Национальная платежная система АПАРА и национальная платежная система МИР ведет работы, которые направлены на то, чтобы российские граждане, жители Российской Федерации, имеющие карту национальной платежной системы МИР, а это абсолютное большинство, к концу этого года, начале следующего года мы должны выйти на то, что вот эти владельцы карт МИР, наши туристы, смогут пользоваться непосредственно данными картами, что в каком-то смысле будет гораздо комфортнее. Почему? Потому что не нужно будет столько наличности носить. Участники заседания отметили, что безопасность туриста и создание ему всех условий для комфортного отдыха должны быть главными вопросами для туристического региона. Саид Джарсаля, Степан Мартиросян, Абхазское телевидение. Завтра в рамках 2-го международного туристического форума «Визит Апсны» пройдет круглый стол. Абхазия, Крым, туристический продукт. Специалисты туриндустрии также обсудят главные вопросы инвестирования в туристическую отрасль, ожидаемые сервисы и инновационные методы в продажах активных туров.
Российские пограничники заявляют о готовности к мандариновому сезону. Первые крупные партии мандаринов стали ввозить в Россию с 15 октября. И на сегодняшний день должностными лицами таможенного поста «Адлер» сочинской таможни оформлено порядка 1800 тонн цитрусовых, сообщает пресс-служба Погрануправления ФСБ России по Краснодарскому краю. Ежегодно с начала зимы в центральные регионы России из Абхазии везут тонны особого груза – цитрусовый, фихуа, хурму. Закономерно, что нагрузка на автомобильную составляющую пункта пропуска в этот период резко возрастает. Пик мандаринового сезона обычно выпадает на вторую половину декабря, и сотрудники Погрануправления России к нему готовы. Международный день студента отметили сегодня в Абхазском государственном университете концертом и торжественной церемонией посвящения первокурсников в студенты. Праздник установлен в 1946 году на Всемирном конгрессе студентов, состоявшемся в Праге, в память о чешских студентах-патриотах. Подробнее о том, как отметили День студента в АГУ, расскажет Саресмар. В главном вузе страны отметили праздник ярко и музыкально. Каждый факультет подготовил номер. Модный показ, танцы, песни. Сегодня можно все. Повсюду шутки и громкий смех. Аманда Балян, студентка филологического факультета, говорит, что все очень готовились к этому дню. Репетиции проходили ежедневно. Студенческие годы, призналась девушка, одни из самых счастливых. У меня был образ, так скажем, цветочка. Думаю, образ получился достаточно красивым, и мне нравится, в общем. Достаточно усердно. Мы репетировали всю неделю, приходили сюда в актовый зал, было весело. Студенты Абхазского государственного университета, хочу поздравить вас с этим днем. Сегодня это праздник студенчества, но его история, увы, связана с трагическими событиями. 16 ноября 1939 года в оккупированной нацистами Чехии пражские студенты и преподаватели вышли на демонстрацию, чтобы отметить годовщину образования чехословацкого государства. Но оккупанты, разгоняя собравшихся, застрелили студента Яна Аплетала. Его похороны переросли в акцию протеста. 17 ноября фашисты приступили к массовым арестам. Большинство студентов были отправлены в концлагеря, многих казнили. Сегодня этот праздник отмечается во многих странах, олицетворяя символ студенческого единства. На концерте в АГУ студенты показали множество номеров. Яркие осенние образы девушек и ребят запомнятся зрителям надолго. В основном все костюмы были подобраны с национальным колоритом. Девушки демонстрировали предметы абхазского промысла. Я учусь на втором курсе филологического факультета ИНИАС. Я считаю, что студенческая жизнь – это самое интересное в жизни каждого студента. Общение, новые знакомства, новые знания. И, конечно же, мне очень нравится учиться в Абхазском государственном университете. Отдельно можно бесконечно рассказывать про столы, ломящиеся от абхазской еды. Отведать тут можно было любое блюдо. Стенды готовили студенты вместе с преподавателями. Студенческая жизнь – это не только образовательный процесс, это еще подобные праздники, где все студенты, вне зависимости от факультета, юристы, экономисты, агрономы, в один день становятся просто одной большой командой. Ребята сегодня готовили юмористические сценки, подготавливали видео, танцевали, пели. Это был такой один большой праздник. В этот день все поздравляли друг друга. Так, в сердце абхазской учащейся молодежи в Государственном университете отметили День объединения всех студентов, независимо от страны, учебного заведения и факультета. Саресмар, Ильдар Дамиров, Абхазское телевидение. На днях в Москве состоялся российско-турецкий бизнес-форум «Новая эра российско-турецких бизнес-отношений». Цель форума – привлечение внимания турецких инвесторов к экономическому потенциалу России, установление партнерских отношений между российскими и турецкими компаниями, а также развитие торговых и экспортных отношений между двумя странами. В форуме участвовали около 400 представителей крупного и среднего бизнеса России и Турции. Кроме того, в бизнес-форуме принял участие и президент Международного фонда АПСН Сенер Гогуа. Мы обсуждали вопрос логистика, открыть транзитного коридора между этими двумя странами. Здесь и обсуждали вопросы банковской системы, налоговая система обоих сторон производителям, которые очень важно. А мы бы для этих стран, для этих предпринимателей могли бы в Абхазии создать такая база, чтобы могло быть интересно по сторону налога, по сторону банковской системы. До Нового года мы договорились, пригласили экспертов в Абхазию для того, чтобы они все эти возможности видели на месте и здесь обсуждали.
И также до Нового года от имени нашего Международного фонда АПСН будет организован круглый стол, где эти эксперты вместе с нашими абхазские, российские, турецкие сторона будут обсуждать все эти вопросы. И в завершении выпуска о погоде. По сообщению Гидрометцентра, завтра в Абхазии утром без осадков. Во второй половине дня облачная погода с прояснениями. Возможен кратковременный дождь. Температура воздуха ночью 4,9, днем 10-15 градусов. Температура морской воды 17 градусов. На этом наш выпуск завершен. До скорых встреч в эфире.